ведем ковид-статистику, крымско-татарскую ковид-статистику, однако если бы такая существовала, мне кажется, цифры бы поразили нас. Во все времена для крымских татар их численность имела стратегическое значение, но пандемия нивелирует все наши демографические достижения. Что делаем мы? Одна часть из нас соблюдает все меры индивидуальной защиты и ограничивает социальные контакты. Другая часть скрывает свою болезнь, продолжая вести привычный образ жизни. А третьи, врачи и волонтеры, борются за каждую жизнь. Во всей этой ситуации нам известно и понятно только одно. ковид с нами навсегда. И нам нужно менять не только свои привычки, но и сформулировать новые правила общественной жизни. Резар Ханум, мой первый вопрос будет адресован к вам. Почему? Потому что информационная составляющая всей этой ковидной пандемической истории, она напрямую связана с пониманием людьми, что это за болезнь, что это за процессы и как в этой новой реальности людям жить. С недавних пор многие государства в свои бюджеты вкладывают сумасшедшие средства на проведение информационных кампаний. Как обстоит дело в нашей такой крымско-татарской среде? У нас крымско-татарский организм всегда живет по своим правилам. Что у нас в этом смысле происходит? Достаточно ли мы информировали своих соотечественников? Или мы где-то что-то упустили? Почти 2 года мы находимся в мировом информационном пространстве, где очень глубоко и широко освещается тема коронавируса. И, конечно, я думаю, что у каждого из нас ни один день не проходит без того, чтобы мы не открыли, не прочитали информацию о ковиде. Неважно, какой это будет источник, интернет, это или телевидение, или это газеты. Поэтому эта информация есть. И крымско-татарские медиа здесь абсолютно не исключение. Они освещают эту проблему. Другое дело, знаете, здесь вопрос больше, наверное, к тому, по содержанию, по убедительности той информации, которая предоставляется. Мне кажется, для убедительности не хватает мнения врачей. В этом огромный дефицит, потому что для крымских татар, как более чем для другого социума, у которого, мне кажется, удвоено и утроено это чувство недоверия, сомнения, очень важно, чтобы говорили свои врачи. В нашем социуме врач – это человек, о котором знают, то есть о котором говорят, с которым советуются. Эти люди, они все на виду. И в этом отношении, конечно, мы испытываем огромный дефицит и недостаток такой информации от врачей. Когда все-таки идет вопрос о жизни и смерти людей, мне кажется, тут надо отбросить все и при их занятости, при их сумасшедшей загруженности, знаем, как они работают в 3 смены, как им звонят бесконечно родственники. Им нужно каждому рассказать, все-таки уделять эти 5-10 минут и рассказать своему народу какие-то вещи, что-то посоветовать. Основные и главные. Да, обязательно. Поэтому для нашего народа это понятие «свои» важнее, чем для кого бы то ни было. И я пользуюсь нашей программой все-таки обратиться к врачам, чтобы они уделяли время любому абсолютно медиа, потому что таким образом это тоже некая превентивная мера, и мы сможем спасти, уже мы говорим, жизни, не просто здоровье, а жизни людей. Проинформирован, значит вооружен. Да, поэтому то, что информация предоставляется, ничего мы абсолютно не упустили. Вопрос в этой убедительности и достоверности. В нынешней ситуации действительно врачи заняты. И собственно говоря, готовя наш проект, я тоже столкнулась с ситуацией, когда обращаюсь к множеству врачей, к множеству докторов, но действительно это остается проблемой. Венера Ханум, во всей этой ситуации, которая произошла с нами, происходит с нами уже 2-й год, мы не были готовы к такому развитию событий абсолютно. Как вы полагаете, этот информационный шум, эти бесконечные обсуждения в СМИ проблемы пандемии, как COVID-19, она врачам помогает или наоборот мешает? Что помогает, что мешает? Скажем так, мы живем в современном мире, где народ привык доверять соцсетям. И в первую очередь они считают, что первоисточник, первое, что донесет до народа, это СМИ. Определенные мифы по поводу этой вакцинации. То есть вводят вакцину, чипируют человека. Вводят определенный штрих-код в организм. Еще один миф. Естественно, когда человек это прочитал, он в сознании своем уже это понимает, что здесь что-то не то. Возникает страх. Страх. Это в первую очередь.
Следующие мифы такие, что с вакцинацией и проявляется онкология. То есть вакцинируются, мутируют клетки, и происходит вместе с этой вакцинацией человек заболевает, и у него выявляется рак. Побочные какие-то. Побочные действия. То есть вот эти мифы, которые в этих сетях люди читают, они не понимают сущности и серьезности нынешней этой ситуации. Конечно, в первую очередь в этих сайтах люди, вот как я хочу поддержать, должны контактировать с врачами, с профессионалами, доверять им. В первую очередь доверять врачам. Нынешняя ситуация, она очень серьезная. Врачи проделывают глобальную работу. Я сама работаю вот в Луговской больнице, где я каждый день сталкиваюсь с этой ситуацией. Возвращаясь вот к этим мифам, вы как биолог в первую очередь, да, это все выдумки, то есть ни одна из вакцин не приведет вот к тем печальным последствиям, о которых вот у нас очень часто говорят. Насколько это... Но, скажу вам одно, что прежде, конечно, вакцинация это должно осознанно, да, исходить. Каждая вакцина, она проходила определенные исследования. То есть есть свои, конечно, побочные явления, но это уже от индивидуального организма. То есть каждая прививочная кампания, прежде чтобы провести вакцинацию, ты консультируешься с врачом, с терапевтами, которые дают определенному категории людей медотводы. Если он не подходит по каким-то стандартам, по каким-то параметрам. Естественно, есть эндокринная, да, вот такая составляющая сердечно-сосудистая, гипераллергические люди, которые не воспринимают компонент этой вакцины, но им дается медотвод. То есть противопоказаний каких-то определенных, чтобы быть стопроцентным противником вакцинации, нет. Ризабей, вы врач-инфекционист. Насколько вот медики, вы включены во все эти процессы и лечения и так далее, да? Насколько медики были морально готовы вот к такой волне заболеваемости, да, и к такому вот течению этой болезни, да, когда человек сгорает буквально за считанные дни, и вот морально это тяжело терять пациента. Насколько медики были готовы? Вы знаете, когда речь заходит о ковид-инфекции, да, я мысленно уношусь в конец 2019 года, когда впервые сообщения появились о том, что появилась какая-то болезнь, очень страшная болезнь с очень тяжелым течением и с такими сильными осложнениями, что приводит к летальному исходу, да. Казалось тогда, в декабре 2019 года это нас не коснется. И все это останется далеко в Китае, в этой провинции Ухань, и за пределы она не пойдет. Но наши предположения оказались ошибочными, и начиная с марта где-то, да, появились описания наших коллег о том, что появилась какая-то новая коронавирусная инфекция с каким-то необычным течением, а мы-то не знали, что за клиника, как она протекает, какие проявления, какая симптоматика и в чем она проявляется. И тогда они говорили, что все начали бить на бат, все ученые, все доктора говорили, это ужасная какая-то инфекция, потому что приходит больной на 5-й день с температурой, а мы его обследуем, а у него 50% поражения легких. Они были в шоке, они не знали, что делать, куда обращаться. Такая, знаете, как снежный ком идет, все это так быстро разворачивается, они не могут принять меры, и только начинают делать, и больного практически они теряли. Они не знали, как с собой поступать и как лечить. Сейчас ситуация изменилась, врачи уже более, скажем так, готовы к этой ситуации. Знаете, прошло столько времени, да, конечно, идет адаптация, и так как, знаете, пошло
такое течение тяжелое этого заболевания, да, и масса людей начали болеть, и даже начали закрывать все лечебные учреждения профильные, перепрофилируют под ковидные госпиталя. И, естественно, с каждым разом все больше опыта набирали специалисты. Они знали, что делать. Они, когда появились сообщения, какие проявления этого заболевания, какая симптоматика, и чем это патогенетически объясняется, чем проявляется, почему такое тяжелое течение. И оказалось, что при этом заболевании центральным органом поражения это оказались легкие, понимаете? Легкое практически альвеолы, где происходит в легких газообмен кислорода, то они поражены микротромбами, забиты микротромбами, понимаете? И в патогенезе выяснилось, что необходимо самое важное, чтобы растворить эти тромбы, чтобы применять антикоагулянты, противовоспалительные средства, чтобы больные наши выжили. То есть ношение масок в этой ситуации, оно, скажем так, в разы уменьшает риски, да? Безусловно, знаете, Я почему об этом спрашиваю? Потому что у нас очень часто люди пренебрегают таким простым, доступным способом защиты. Знаете, вот в инфектологии, в инфекционных болезнях есть такая терминология, как индекс контагиозности. Да? Если касается это ковид-инфекции, да, индекс контагиозности 100%. Да? Есть такие инфекционные заболевания, как натуральная оспа, корь. Тоже индекс контагиозности очень высокий, 96%. Значит, допустим, если коревой больной на первом этаже поликлиники, то он может заразить пациента на третьем этаже, понимаете? Вот настолько контагиозная эта болезнь корь. По контагиозности ковид тоже не уступает. Индекс контагиозности очень высокий. Мы, например, никогда не слышал, я инфекционист со стажем, чтобы инфекция, вирусы могли проникать через слизистую глаз. А ковид этим обладает, понимаете? Вот. Это один из путей распространения этого коварного заболевания. Саунус, Асанбей, инстаграмная вселенная живет у нас по своим правилам, и, судя по сторис наших блогеров, сводки по ковиду в эту вселенную практически не поступают. Что вот в этой вселенной изменилось за последние 1,5 года? Изменилось. Все-таки изменилось? Да, 100% изменилось. В любом случае, ковид повлиял не только на определенные сферы деятельности, но и также на нашу свадебную, развлекательную индустрию повлиял. Но я не совсем соглашусь, что прям не попадает. Развенчайте этот миф. Медики говорят, поправьте, если не прав, идет война, правильно? Борьба с ковидом. Но я считаю, что также идет информационная война, потому что с разных сторон приходит разная информация, и нет четкого определенной информации, которая скажет нам, что делать и как не заболеть, как избежать этого всего, как делать те же мероприятия, которые нас касаются, чтобы не привело это ни к каким последствиям плачевным. И вот во всей этой, я понимаю, что во всей этой шумихе медицинские ресурсы работают на износ, это однозначно. Но мне кажется, нужна четкая информационная поддержка. 100% информационная поддержка. И изменилось в нашей сфере тоже много что изменилось. В первую очередь, какое-то сознание за эти 1,5 года, самосознание, социальная какая-то ответственность, Аллах Ашкур, потихонечку приходит к людям, да. То есть там, где 1,5-2 года назад были свадьбы на 300 человек, и человек, чихающий либо с температурой 2 дня ранее, он приходит на свадьбу, то сейчас уже такого нет. Есть, однозначно есть. То, что свадьба – это одно из таких мероприятий, одна из таких сфер, которая в любом случае способствует распространению этого заболевания. Но нельзя говорить, что это только свадьбы.
Единственный. 100%. Это не только свадьба. Для начала давайте перестанем ходить в гости тогда. Если ты болеешь, пожалуйста, включи Ездить на социальную транспорте, ответственность. ходить в магазины. 100%. Это все равно, что Да, сказать ведущему «не веди свадьбы, потому что вы распространяете», это все равно, что сказать, возможно, это грубый пример, маршрутчику сказать «не вози людей». Придет завтра другой маршрутчик. Пусть пассажиры, которые сидят в этом транспорте, немножечко будут ответственнее. И если ты чихаешь, либо у тебя температура, в нашем менталитете это есть, ярын гечер, завтра пройдет. Да, мы, взрослое поколение, уж точно не готово, потому как я на своем примере это понял, на своих родителях. И вот точно скажу, в моей ситуации, как это было масса мероприятий, куда приглашали моих родителей. Они ни на одно не ходили. Да, возможно, грубо прозвучит. Я запретил, уговорил. Мы всей семьей уговорили не ходить. Мы 100% в ответе. Они не молоды, да, отцу 69, маме 18. Но, тем не менее, мы ответственны, да, за то, что они не посетили и не заразились. Они в группе риска. Да? И если раньше были свадьбы по 300 человек, то сейчас это 70-100, но эти люди приходят с ПЦРами, приходят с QR-кодами. Мы уверены, что эти 100% людей, которые пришли в зал, они не заразны, грубо говоря. И да, мы можем договориться в своей сфере, там, свадебной, развлекательной индустрии, не делать эти мероприятия, но давайте будем честны. 10 человек откажется, найдется 11-й. Найдется 11-й, который скажет, я проведу без проблем. Я сидел дома год, но я проведу. Я проведу, я сыграю вам мероприятие, я станцую вас на мероприятии. И так, да, грубо говоря, нужно найти менее принципиальных людей. Можно договориться, но со стороны это как выглядит? Мы не делаем свадьбы неделю, 2, месяц, но парковки гостиниц, полные машин. Это минимальный пример. Другие развлекательные сферы не закрыты. Давайте тогда как-то организуемся и все сядем на карантин. С чем бороться? С антипрививочниками или с ковидом? Почему? Потому что, по-моему, эта борьба сейчас разгорается на всех фронтах. Мне кажется, что здравые, рационально мыслящие люди уже давно изменили свой образ жизни и скорректировали как-то рабочие графики, нашли приемлемые формы продолжения той социальной жизни, профессиональной жизни, которая не изменит, скажем так, итогов работы. Да? Ильзар Ханум, можно я попробую перейти ваши личные границы? Попробую. Давайте. Да, вы скажете, можно или нет. Вы делали вакцину? Да. Вы вакцинировались? Да, я вакцинировалась. Это было сознательно, это было принято решение, что это единственный способ? Да, однозначно. Мир уже придумал вакцину, в отдельных странах уже сертифицируют какие-то препараты, которые лечат сам COVID-19, да? Но у нас еще продолжаются дискуссии по поводу есть чеснок или вакцинироваться, пренебрегать мерами индивидуальной защиты. Вообще, что с нами происходит, с крымскими татарами? Мы чеснок любим. Это прекрасно. Я сама его люблю. Вы знаете, человек всегда ищет, понятно, какой-то более простой, легкий, проверенный путь. И чеснок – это действительно полезный продукт, вкусный. И он понятный для нас, да? Он нам вреда никогда не принесет. А вакцина… Просто, понимаете, мы же в эту пандемию попали, она на нас обрушилась. Внезапно. И наше поколение, оно впервые встретилось с таким, и все это происходит за короткое время, но и за короткое время найдены решения. И сейчас думать в категориях вакцины или чеснок, это прям очень печально. Очень печально. Потому что человечество уже предложило вакцины, тем более их много. ВОЗом уже зарегистрировано 7. А в России 3 или даже уже больше, по-моему. Каждый день что-то регистрируют. Я буквально вчера смотрела телевизор, смотрела футбольный матч в Германии и вижу, что стадион полный. То есть каждое место, они любят футбол, да, в Германии, и если раньше это то есть не 50% посадки, не 75%, а 100%. То есть люди, цивилизованный мир, мы вообще тоже себя считаем цивилизованным миром, то есть они
вакцинировались и живут себе дальше своей жизнью. Посмотрите, вот я была там пару месяцев назад в Соединенных Штатах. Ну, там все работает. Музеи, проводятся концерты, проводятся форумы, саммиты. Люди, ну, работают, отдыхают. То есть метро загружено. Ну, все как обычно. Кстати, там в Шанхае проводится сейчас там всемирная выставка, там автосалоны. Президенты стран делают себе вакцину, едут вот на вот климатический форум. И так далее. То есть все идет. Я, конечно, прекрасно понимаю, почему нас, в частности, же интересует свой народ в первую очередь. Я понимаю, почему есть определенное как бы сомнение, да, недоверие. Ну, первая, на мой взгляд, причина – это ограничение в выборе вакцины. Потому что вот те вакцины, которые сегодня предоставляются Всемирной организацией здравоохранения, там Pfizer, Moderna, там AstraZeneca, да, они, ну, как бы вот тут сейчас недоступны. Здесь можно делать там вот 3-4 вакцины, которые зарегистрированы в Российской Федерации. Вот. И вот эта такая ограниченность, она сразу человека, вот, знаете, все, это недоверие. И можно, конечно, сделать вот вакцины, которые зарегистрированы ВОЗом, но это для этого надо куда-то ехать. Да? Это надо делать. Тем более многим, может быть, даже по показаниям лучше сделать те вакцины. Может быть, некоторые там, им нужно ездить за границу там, по семейным обстоятельствам, по здоровью, там, по работе. То есть масса проблем. И вот это тоже то, что немножко отдаляет нас от процесса вакцинации. Вторая причина, о которой Венера Ханум говорила, это возможные побочные действия. И об этом тоже было уже миллион раз сказано и прочитано, что любая вакцина может давать побочные. Мы даже в детстве, когда делаем, ну, мы же знаем истории, когда, да, нехорошо отразилось, ну, бывает, но их статистика, да, их количество, оно там минимально. Ну, я обычно в таких случаях говорю, от вакцин умирает гораздо меньше, чем от коронавируса. В разы меньше. Вот, да. Более того, если вы, в конце концов, даже заболели, да, сейчас уже говорят, да, полностью не спасает, но вы переболеете по-другому, у вас летального исхода. Хотя исключения тоже могут быть, но они же все равно несоизмеримы. Вот. Ну и по поводу, конечно, вот не раз было сказано по поводу средств индивидуальной защиты, но вот это вот наша национальная особенность, конечно. Ну мы все любим пообниматься. Я тоже думаю, если я не поздороваюсь, как будто и не обнимусь, как будто вроде как и не поздоровалась. Ритуал. Но это очень тяжело отказаться от этих обычаев, как будто ты вот не уважаешь человека, ты его не встречаешь. И, конечно, первоначально мы, наверное, первые встретили вот такой удар на себя приняли по заболеваемости. Помните, когда наши врачи, я помню, вот Сабина Ханум-Ташева, она говорила о том, что я, говорит, вот в реанимацию захожу, и 80% крымских татар. И это просто продолжалось, и особенно вот эту вот в первую волну, просто было ужасно. Мы просто для себя должны понять, что это наш уже неотъемлемый такой аксессуар. Маска и антисептик. Он должен быть везде. В сумочке, в машине, на работе, в кармане, в куртке, везде. Вот. И это вот, понимаете, это уже есть чем спасаться. Вот уже есть. Поэтому, мне кажется, тут надо действительно включать уже разум и просто действовать. Ну, безусловно, потому что алгоритм жизни в таких условиях уже придуман не нами, а врачами, да? То есть маска, септики, есть решение. Ладно, было бы понятно, когда его тогда не было, и мы были в оцепенении, не знали, как что это. Но сейчас уже есть. И мир уже ушел вперед. Да, мир пережил эту историю и продолжает жить обычной жизнью. А мы вот как-то застряли в каких-то средневековых мифах и нерациональном отношении. Санбей, вы уже упоминали о том, что свадьбы теперь происходят с ПЦР-тестами, с ковид-сертификатами, QR-кодами. Это реальность, насколько я понимаю. И это реальность. Да. В этой ситуации свадебная индустрия притихла или... Ну, не сказать, что она притихла. Конечно, количество уменьшилось, и количество гостей, и количество самих мероприятий. Так или иначе, есть люди, которые ограничиваются, да, никях, дуа, дома посидели, отметили. Но есть люди, которые продолжают делать свадьбы, но в любом случае количество стало меньше, и это все реально. Если человек не заразный, если все родственники его не заразны, да, у нас есть такое, что родственников, если начнешь считать, приглашать, это там и 300 человек можно не ограничиться. Но стали уже более тесным кругом проводиться эти мероприятия. И не так допоздна все это задерживается. В общем, менее
более скромно, можно так. Ну, нет, более скромно, наверное, неправильное слово. Скромными мы в Я свадебном поэтому, да, контексте решил нет, да. исправиться, да. Но то, что количество мероприятий и количество людей на этих мероприятиях уменьшилось, это однозначно. Какова перспектива вот развития COVID-19? И если кто-то почувствовал какие-то симптомы, что в первую очередь должен сделать человек? Какие первые шаги? Вы знаете, ну, по долгу своей профессии я инфекционист, и со всех концов Крыма, да, мне звонят коллеги, друзья, родственники. Вот, говорит, я, по-моему, простыл, говорит, да. В огороде работал, говорит, да, ты простыл. Что-то чихаю, говорит, а температура есть? Ну, 37,5, немножко познавлю, слабость какая-то непонятная. А тут должно быть говорят, сразу да. 42, понимаете? Ну, и звонят, да, и вся симптоматика одна, и никто не хочет привязать это к ковиду, понимаете, да? Страшно. Я мороженое 100%. поел, у меня горло болит, или першит горло, а потом через 2-3 дня говорят, слушай, мне совсем плохо стало, что-то температура 39 уже подскочила. И, говорит, у меня одышка начала появляться, понимаешь? И вот с такими симптомами ко мне обращаются, да? Ну, вообще-то, знаете, для всех заболеваний характерные черты есть. Мы ищем специфику, да? Специфичные в медицине называют патогномоничные симптомы, которые характерны только для этого заболевания, да? Вот мы ищем, вот этот симптом есть, значит, этот ковид нужно поставить, да? Мы такой симптом ищем, да, патогномоничный. Для кори это пятна Бельского филатова на слизистой полости рта. Для скарлатины это мелкоточная сыпь и язык малиновый, понимаете? А мы ищем, а вдруг, может, у ковида тоже есть какие-то симптомы? Вот есть этот симптом, значит, это ковид. Нет, значит, это не ковид, да? И такого специфического симптома нет, можно сказать. Потому что, ну, есть полусимптом – это нюх, да, обоняние, да. С самого начала говорит, да, вот человек начинает терять обоняние, да, запахи теряет. Ну, и при банальном гриппе тоже этот запах иногда терялся, да. Но при ковиде это действительно где-то в 50%, может быть, 45%, может быть, 30% у всех обоняние теряется, да. Что делать, когда вот появились эти вот злосчастные признаки? Знаете, вот это очень важный период, да, временной фактор. Когда мы теряем время, да, мы очень много теряем, да. Мы теряем, знаете, вот эти 3-4-5 дней, да, вот эти, которые, да, мы дома начинаем это парацетамол пить, самолечение, там тетрациклин, азитромицин начинаем пить или какие-то антибиотики принимать. Вот эти периоды мы теряем время. Время очень драгоценное, которое даже часы, все это имеет значение, понимаете? И вот в этот период, если бы мы начали лечение специфическое такими противовирусными препаратами, здесь получается парадокс, да, вот в отношении. Я немножко от темы отвлекся, может быть, да, ну, Багашларсис, да. И вот мы говорим, что иммунитет, да, иммунитет поднять нужно, да, а это единственное заболевание, при котором нам нужно понизить иммунитет. Чтобы не было Поэтому ответа. люди бегают, ищут препарат. Артлегию давайте. Найдите мне артлегию, элсиру или еще какие-то препараты. Какие? Это иммуносупрессоры. Это препараты, которые снижают иммунную систему, подавляют иммунную систему. Что не нужно делать, вот когда уже появились первые симптомы? Чего категорически не нужно делать в этой ситуации? Ну, Понятное дело, сидеть дома и ждать как чего-то. То есть нужно обращаться к докторам. Все думают, что они очень много знают, да, что они вот уверены, что это простуда какая-то, начинают принимать антибиотики, таблетки, и, скорее всего, это все то, что не нужно, понимаете, да? Но здесь вот это заболевание настолько оно серьезное, такого раньше не было заболевания, да, чтобы происходило изменение в кроветворной системе. Свертываемость нарушается, склонность к образованию тромбов. И сразу же нужно начать препараты, которые разжижают кровь, чтобы не образовалось тромбов, понимаете, да? И неспецифическое или противовоспалительное действие – это
гормональные препараты, дексаметазон, вот эти гормональные препараты, они обладают противовоспалительной, и к тому же они иммунодепрессанты в какой-то степени, подавляют тот иммунитет, цитокиновая буря, которая возникает в организме, в молодом организме, в пожилом возрасте. И наша цель – эту цитокиновую бурю, ненормальную реакцию организма предотвратить. Мы понижаем иммунитет, да, чтобы предотвращаем эту бурю цитокиновую, которая надвигается. Но дело в том, что мы теряем людей из-за того, что теряем дни. Не вовремя вводим вот эти препараты. Да. Если бы мы ввели эту бурю, мы погасили пораньше, на 2-3 дня, да, возможно, мы спасли бы многих людей. Может, 50% людей спасли бы вот этим делом, если бы рано начали бы применять те препараты, которые подавляют иммунную систему. Да? Пользуясь случаем. Необычную реакцию иммунной системы, неадекватную реакцию иммунной системы. Попросить вас хотел бы, пользуясь случаем, во-первых, я благодарен, что в такой компании с такими собеседниками вас в любом случае услышит взрослое поколение. Нам тяжело, нашим же родителям, объяснить, что это не простуда завтра пройдет. Вот как объяснить, чтобы не терять это время, что нельзя игнорировать. Каждая минута это есть дорога. 100%. Если ты не берешь своего отца, маму, не везешь на тест, он подтверждается, не начинаешь лечение, сами они этого не сделают. Но даже после того, как началось лечение, на 3-й, на 4-й день становится лучше. И каждый родитель у нас в менталитете, что я буду сидеть, пойду во дворе, там, что-нибудь поделаю, подмету листву, и через 3 дня, вот я даже сейчас, не хочется пугать родителей и приводить им примеры, но есть масса примеров, где заканчивается все летальным исходом. Как вот объяснить взрослому поколению, вот с помощью вас хочу, Реза, вас в любом случае послушают, как объяснить, что это не просто простуда, и завтра она не пройдет? Или даже если тебе стало легче на 3-й день, это не значит, что нужно все остановить и жить дальше. Нужно долечиться в любом случае. Это очень важно. Они не верят же, что это ковид, понимаешь? Они думают, что это обыкновенная простуда. И им объяснить что-либо, что это у тебя ковид, никак не объяснишь. Сейчас нет ОРЗ. ОРЗ мы масочным режимом, да, мы ОРЗ ликвидировали. Практически нет ОРЗ, только ковид, понимаете? Может, бессимптомная легкая форма ковида может пройти, которая распространяет эту инфекцию, поддерживает эпидемиологическую ситуацию кругом. Поэтому, ученые работают, понимаешь? Я уверен, что что-то будет. Понимаешь, все лаборатории мировые работают на таком уровне, чтобы создать что-то эффективное. Если были бы у нас эффективные противовирусные препараты, да, вот старики типа вашего отца, да, например, первый день заболел, да, и в первый день бы начал пить противовирусный препарат, авторитетный какой-то, да. Вот я слышал, в Англии якобы выпустили. Я не знаю, что за препарат. Да, в виде таблеток. У нас тоже вот этот Арлепривир препарат, с первых дней если его применять, да, профилактически, тоже говорят эффективно, где-то, процент может быть ниже, да, но с первых дней вот эти препараты, важно принимать вот эти препараты, и хотя бы кардиомагнил или аспирин, вот обыкновенные препараты, хотя бы на минимальные, которые временно снижают вот это самое. И очень важно, чтобы сделать биохимические исследования. Если ваш родитель заболел, да, там какие-то косвенные проявления есть. Если мы взяли биохимическое исследование крови, то там есть такой фактор С-реактивный белок, да? СРБ, да? Вот С-реактивный белок, он себя необычно ведет, он начинает повышаться. Он показывает, что у вас повышенный процент С-реактивного белка, и тогда мы забиваем тревогу, да, начинать нужно срочно лечить его, госпитализировать или что-то, или дома капать какими-то препаратами, антикоагулянты, гормоны там и прочие иммунодепрессанты всякие применять, понимаете, да? Вот в таком русле нужно вести, чтобы не запускать процесс. Дорога каждая минута, еще раз повторюсь, да. Но более или менее понятно, что делать, да, и, собственно говоря, вот эти почти 2 года мы уже, действительно, информация есть, и какой-то протокол лечения уже понятен, да.
Я хочу поговорить о другой стороне, да, всей этой истории, о том, что пандемия, ну, просто вот кардинально изменила нашу жизнь, нашу социальную жизнь, да. Крымские татары находятся в таких условиях, когда мы не можем оставить на потом какие-то наши вот сиюминутные задачи, да. Эти сиюминутные задачи очень часто реализуются в совместных проектах, во встречах, в каких-то мероприятиях и так далее. Ну, вообще вся наша социальная жизнь, она вот в таких тесных социальных условиях протекает. Больше всего, мне кажется, вот за период пандемии прилетело свадебным ведущим, музыкантам, 100%. да. Асанбей, вот, ну, мы уже выяснили, да, что это, ну, не совсем адекватно, не совсем так, что свадьбы не единственный источник распространения. Да, он большой источник, но это не единственный источник, однозначно, да. Я к тому, что каждый лично несет ответственность. 100% социальная ответственность каждого человека. Вот приведу пример. Ты приходишь на свадьбу, и в уголку сидит бабушка, дедушка, да? Молодые хотят к ним чуть позже подойти, там поцеловать руки, но, извините, чуть позже молодые подойдут к вам спустя то время, как вы пообнимаетесь со 100 людьми. Давайте вы их просто не возьмете и чуть позже посмотрите видео с бабушками и с дедушками. Я согласен, это ценные дни, но ценнее будет, если человек останется жив, который находится в зоне риска, да, чем он побудет на этой свадьбе, и Аллах согласен, закончится все плачевно. Это первое. Во-вторых, вот те же ПЦР-тесты. Многие ленятся, многие боятся. Но вот я знаю, что свадебная индустрия, это для нас же нужно. Я лучше пойду потрачу, сколько она стоит, 1500 рублей, и сделаю, и буду знать, что я ковид-отрицательный, и не заражу никого. Чтобы, во-первых, избежать разговоров тем, что ты пришел с соплями, провел свадьбу и всех заразил на этой свадьбе, потому что, ну, положа руку на сердце, да, каждый посчитал нужным вот за последние 2 года сказать, все заболели после свадеб. Ну, это же не так. Ну, не явно после свадеб. Да, большая часть так, но будь, пожалуйста, сам социально ответственен, сдай ПЦР-тест, не поленись, будь уверен, что ты ковид-отрицательный, приди, отгуляй. И остальных людей, которые также сдали ПЦР, вот с ними можно, грубо говоря, контактировать, можно отгулять, и можно быть спокойным, что ты придешь и не заболеешь. Появились симптомы, пойди сдай. Сходил в гости, грубо говоря, Багашлар, сходил в гости, появились симптомы, позвони тем людям, к которым ты сходил в гости, и скажи, я заболел. Не знаю что, вот стою в очереди, буду сдавать ПЦР, будьте предупреждены. Пожалуйста, я не боюсь, я вам говорю, что так и так, я заболел. Да, болезнь COVID. Обижаться не надо. Абсолютно, да. Вообще 100%. Это уже есть, с этим надо жить. Бизар Ханум, крымско-татарская жизнь не остановилась, абсолютно не остановилась. Работают школы, проводятся концерты, проводятся различные мероприятия. Мы участвуем в каких-то конференциях и так далее, и так далее. То есть социальная жизнь кипит. Но вот почему-то за 3-ю крымско-татарскую книжную ярмарку прилетело и вам. Не скажу, что много, но прилетело. Да. Я теперь поняла, зачем вы меня пригласили на программу, чтобы я ответила таки за ярмарку. Но поскольку были в обществе такие тезисы, да, нужно как-то отреагировать. Да, ну... Я скажу сразу, да, я сама была соучастницей. Я была на 3-й крымско-татарской ярмарке книжной. Я могу сказать, высокий уровень ответственности. Да? Не потому, что мы сейчас в студии Харадинис Продакшн, нет, а просто потому, что я зафиксировала для себя, как поменялся характер проведения этих мероприятий. Да? Были волонтеры, которые буквально заставляли каждого несознательного одевать маски. Я не говорю уже об участниках этой ярмарки, да, которые буквально забрызгали все антисептиками вокруг себя и сами. Да. Действительно высокий был уровень подготовки, но тем не менее прилетело. Да. Ну, прилетело, это было логично, все равно... Это сейчас происходит, мы на это даже не обижаемся, с пониманием относимся к такой реакции, но нужно опять-таки еще раз понимать. Мы здесь уже несколько раз сказали, что невозможно остановить жизнь. Рождаются дети, да, и даже не имеем. Создаются действительно семьи. Мы ходим в школу, учимся в университеты, ходим в магазины, пользуемся транспортом, работаем и так далее. Можно приостановить. Так сделали 1,5 года назад, да, на небольшое время.
потому что тогда не знали вообще, что делать, да, как вообще на это реагировать, какие могут быть последствия. Никто не готов был принять такое количество заболевших. Там по Китаю было видно, что они там даже они не справлялись с ситуацией. Но мы помним и последствия, мы до сих пор их ощущаем экономические. Да? Посмотрите, что творится в мире. И даже вот это удорожание в 2 раза всего, чем мы пользуемся, товары, услуги, это все отголоски. Они же влияют потом экономически, влияют на социальную и гуманитарную сферу. И мы это, мы это получаем. Ну и потом, ведь уже есть решение. Да. И когда начинают, понимаете, вот голословно, вот это не проводите там ярмарку, не проводите свадьбу, там, не открывайте отели, рестораны. Что значит не открывать? Подождите, у вас есть право выбора. Вы ответственны за свою жизнь сами, а мы ответственны за свое мероприятие. Мы действительно приняли превентивные меры. Да? То есть ваша задача, у вас есть варианты: не приходить. Там хорошо посмотреть онлайн. Он нас вещали, мы вещали в YouTube, в Фейсбуке, во всех соцсетях. Вот. Второе. Это, конечно, маски. Да, это маски, антисептики. И вы, действительно все заметили, у нас было 10 волонтеров, у которых была главная задача — это вот следить, чтобы ни у одного человека, не то чтобы маски, чтобы она не слетала с носа. Да, или там еще что-нибудь. Вот это была вторая. Да. И третье — это, конечно, вакцинация. Ее можно сделать и чувствовать себя более в этом отношении свободнее. Мы даже размещение в зале сделали, когда слушали наших авторов, презентовавших книги, что у них было прореженное пространство. То есть мы не поставили 150 стульев, поставили 100. То есть, может, было потом... Мы понимали, что придет меньше намного людей. В первую ярмарку пришло 6 тысяч человек. В прошлом году уже во время пандемии, немножко такой был просвет, пришло 4 тысячи, 3,5. Но зато посмотрело 60 тысяч. В этом году мы где-то 1,5-2 тысячи на протяжении дня. Да, но у нас весь кейтеринг находился на улице, да, то есть тоже, меры были приняты. Поэтому не проводить эти мероприятия, это просто бессмысленно, как и многие другие. А вот большой смысл в том, чтобы продолжать, не снижать темпы таких мероприятий, которые развивают нашу культуру, да, которые способствуют тому, что авторы каждый год представляют большое количество книг. Они застимулированы, они мотивированы. Люди знакомятся. Мы создали, то есть даже не создали, мы ее, может быть, возобновили, может быть, еще сделали активнее моду на свои книги. То есть это некое такое культурное мероприятие. И мы будем продолжать делать свои мероприятия. У нас их много. Это и детские проекты. Это разные культурные проекты. Мы будем их дальше делать. На самом деле, да. Если бы это было в самом начале пандемии, да, тогда бы к вам когда не было вакцины, когда сейчас можно... Сегодня у нас действительно есть, во-первых, выбор, а во-вторых, алгоритм решения. Да? И он связан с многими вариантами, в том числе и с вакцинированием. Ризабей, вакцинация. Ваше профессиональное мнение по этому поводу? Действительно, много мифов на этот счет. Все боятся, открещиваются, но я скажу, что я тоже вакцинировалась, и такой камин-аут. Мне кажется, это сегодня одно из немногих решений, которое может быть. Вообще, все инфекционные заболевания, да, какие в мире лечатся, да, профилактика проводится вакцинациями. Альтернативы при инфекционных заболеваниях вакцины нету, да? Это единственное то, что может спасти от этих инфекционных заболеваний. Мир, знаете, в мировом масштабе, да, мы же видели много пандемий, да, это и чума, и холера, и всяких пандемий было много. От испанки 40 миллионов людей умерло, понимаете, да? Мы же применяем вакцины, апробированные, да, от гриппа А, Б типов, да, эффективные сезонные вакцинации проводим. И они же защищают нас от сезонного гриппа. Но пока мы оказались в такой очень сложной ситуации, да, когда нужно очень правильно выбрать, понимаете, вакцинироваться мне или нет, да. Поэтому это очень серьезный вопрос, да. И это есть люди, которые с хроническими заболеваниями, есть в фазе обострения, допустим, гепатит С, да, он получает противовирусную терапию от гепатита С, когда эта болезнь не терпит конкурентных всяких манипуляций. В таких случаях делать нельзя, понимаете. Есть злокачественное новообразование, есть больной злокачественной опухолью, то
Ну, здесь очевидно, Есть, да, получает есть. кто-то химиотерапию, есть аутоиммунные заболевания какие-то, есть ангионевротический шок на какой-то препарат, понимаете, да, был. Вот в таких случаях, конечно, делать нужно делать медотводы, понимаете. Поэтому я еще раз на ваш вопрос хочу ответить, что другой альтернативы прививкам нету, понимаете. Ну, говорят, что там в эпидсезон не делается, это вы вначале это вы говорили, да? Но все равно, понимаете, у нас безвыходное такое состояние, да, при которых мы от прививки не можем отказаться, понимаете? Я вспоминаю пословицу, да, латинскую. «Dum spiro spera». Пока дышим, надеемся, да? Пока дышим, надеемся. Вот надеемся на то, что скоро вот это все пройдет, что и появятся более эффективные препараты, которые мы можем с самого с первого дня начнем принимать и Поборем эту болезнь. Поборем эту болезнь. Будем надеяться. Это надежда. Человек пока дышит, он надежду не теряет. И вот я тоже свою надежду, да, не теряю в том плане, что с этим зловещим вирусом будет покончено. Понимаете? Мир на таком уровне развития, на стадии развития, обязательно что-то найдется, и только время нужно, знаете. Чох сагунус за вот такую беседу. Мы постарались затронуть разные вопросы, разные аспекты этой проблемы. Самое главное, что мне хочется сказать, что, наверное, наступило то время, когда нам нужно рационально и ответственно подходить к нашему окружению, к этой ситуации, проблемы. И мне кажется, что формула «дорт без хутараджах» она не сработает, если мы вот будем так безответственны по отношению друг к другу. Обычно в конце передачи я предлагаю нашим гостям блиц-вопросы, но сегодня я хочу немножко изменить формат и попросить каждого из вас обратиться к нашим соотечественникам с какими-то важными словами о важности этой ситуации. Вы знаете, для меня очень этот год и прошлый год был очень тяжелым, да, потому что я потерял своих близких друзей, выдающих ученых, понимаете, и артистов таких. И, знаете, просто мы теряем цвет нации, которые и талантливых музыкантов, и ученых, понимаете, это просто трагедия, очень большая трагедия для нашего народа, да, и поэтому я бы хотел, чтобы все наши соотечественники поняли очень ситуацию, которая сейчас создалась в мире, да, и приняли все, делали все, что от них зависит, да, что рекомендуют, они знают прекрасно сами. Поэтому все это мы должны осуществлять, чтобы на какой-то период, да, пока все это уладится, вот все это к этому отнестись очень серьезно и со всей ответственностью. И те рекомендации, которые дают во всем мире, они прекрасно это знают, чтобы они это делали, чтобы они все это досконально выполняли, беспрекословно. Чох сагунус. При первых признаках, при первых проявлениях незначительных, вот как уже сказали, потеря вкуса, потеря запаха, конъюнктивитами проявляется, да, то есть все на это надо обращать внимание. Мы сами о себе должны побеспокоиться. Ну, естественно, берегите себя и своих близких. Сагунус. Для того, чтобы мы родились и жили на своей родине, в Крыму, нашими предками был проделан очень тяжелый путь. Это путь таких выживших, которые прошли очень такой сложный путь, физически тяжелый путь, для того, чтобы мы вот с вами здесь сейчас находились, жили, пользовались благами цивилизации, на дворе как бы 21 век. И очень-очень, конечно, ужасно осознавать, что наши соотечественники иногда вот все еще живут таким методом как бы на авось, а меня это пронесет.
Я думаю, что уже в окружении каждой семьи уже, наверное, не осталось такой семьи, у которой бы в окружении кто-то бы вот не умер. Причем это не один и не два, да, это уже происходит тотально. Мы уже к этому даже начали, как ни прискорбно, как бы привыкать к таким событиям. Но наша жизнь бесценна. За это было отдано много жизней нашими предками. И мы должны эту жизнь ценить. Силы брошены. Наши все врачи, да, очень много волонтеров. Я знаю меценатов. Просто обычные семьи, которые помогают, покупают эти концентраторы, предоставляют бесплатно лекарства. Это все имеет место быть. Пожалуйста, прежде всего, каждый должен позаботиться о самих себе. Мы должны понять, что ковид, он на этой планете уже навсегда. И мы должны будем с ним как-то существовать до конца своих лет жизни. Поэтому я возьму такую ответственность, и лично я призываю всех своих друзей, всех своих родных к вакцинации. Я считаю, что это сейчас единственное решение, кроме тех ситуаций, когда это, конечно, не противопоказано по здоровью. Вакцинация. Вакцинируйтесь. Саунус. В первую очередь хочется поблагодарить тех людей, которые проявляют активность в борьбе с этой болезнью. Это врачи. 100% соглашусь, что в первую очередь не нужно заниматься самолечением, нужно слушать мнение профессионалов и пользоваться тем, что сейчас на данный момент есть, что может помочь победить, да, эту болезнь. Также волонтерам нужно сказать огромное спасибо, которые сутками просто и препараты ищут, и передают аппараты для дыхания. Нельзя это игнорировать. Просто нужно не пренебрегать, 100% быть социально ответственным, пользоваться всеми средствами, всеми возможными средствами, которые помогут избежать заболеваний той или иной ситуации. Если нужно потерпеть, мы все готовы, конечно, давайте потерпим. Но в первую очередь, хочешь изменить мир, начни с себя. Хочешь победить, пожалуйста, тоже начни с себя. Это был проект «Миркес». До новых встреч с новыми темами.